Здравствуйте! Эфир телеканала «Осетия Эрыштон» продолжает программа «Медикум». Как всегда, только самая полезная и актуальная информация для вашего здоровья. Сегодня в выпуске вы узнаете, что такое артроз, можно ли его вылечить, кто такие дети-смайлики, а также поговорим о коронавирусе, что он из себя представляет и как его лечить. Коронавирус COVID-19 обсуждает весь мир. Число жертв быстро растет. Согласно официальным данным, в России на сегодняшний день более 600 заболевших. Во всем мире порядка 18 тысяч. Мнения жителей планеты относительно опасности вируса разделились. Одни считают, что COVID-19 не более чем обычный штамм вируса гриппа. Другие уверены, он очень сложно лечится и не проходит без последствий. Сегодня в нашей студии о коронавирусной инфекции мы поговорим с доктором медицинских наук, профессором, ректором Северо-Осетинской государственной медицинской академии Олегом Валерьевичем Ремезовым. Здравствуйте, Олег Валерьевич. Шумиха поднялась не только в Северной Осетии, не только в России, во всем мире. Коронавирусная инфекция. Что это такое? Вы знаете, шумиха это будет однозначно. Потому что человеческого в таком масштабе с несколько мутированным коронавирусом встречается впервые. Сам по себе коронавирус – это достаточно частое сезонное ОРВИ-заболевание. И в общей структуре ОРВИ составляет где-то 8, а иногда даже доходит до 15%. То есть на протяжении своей жизни мы несколько раз переносим коронавирусную инфекцию. И у нас никаких последствий не бывает. Если взять структуру других, то это практически в топ-лидерах коронавирус. Если сравнить с гриппом, парагриппом, респираторно-синтециальной вирусной инфекцией и так далее. Как вам сказал вначале, у нас 8-15% в структуре ОРВИ коронавирус, то есть мы практически каждое десятилетие с ним сталкиваемся. То у европейцев, испанцев, итальянцев, французов и американцев он не более 2% составляет. Поэтому у них к нему иммунитета нету. Если это исторически оглянуться назад, с чем это можно сравнить? Родоначальник оспопрививания Дженнер в Великобритании обратил внимание, что доярки, крестьянки не болеют, либо легко переносят натуральную черную верблюжью оспу. А все лишь потому, что они заражаются легкой коровьей оспой. И вот тогда он решил эти содержимое пустул через разрез прививать, значит, детям, взрослым, в общем, населению. И так возникли первые прививочные технологии. И по существу мы с вами вот так же каждое десятилетие прививаемся, пусть не к такому злостному коронавирусу, который нас пугает, а именно к обычному коронавирусу, к разным его видам штаммам. Отличие испанки и нынешней пандемии может быть заключается только в том, что испанка поражала преимущественно молодых людей. Всем известен такой факт исторически, что у известной французской певицы Эдит Пиаф был единственный ребенок. Этот ребенок навестил ее в госпитале. Эдит Пиаф сама выздоровела, не вылечилась, а именно выздоровела, а вот ребенок погиб. То есть иммунитет ребенка не выдержал этот вирус. Здесь все наоборот. Дети, молодые, не имеющие отягощенных заболеваний, они по существу спокойно на ногах даже перенесут это заболевание. А пожилые окажутся в зоне риска. На то и врачи, чтобы этим заниматься. Давайте все-таки серьезно к этому отнесемся. И не надо паниковать. У нас есть иммунитет, у нас есть медицина. Это будет печально. Но вот тех масштабов, в которых это происходит в странах Италии, Испании, Германии, не должно быть в Российской Федерации однозначно, потому что мы с вами постоянно, природа нас прививает к этому вирусу. Что касается симптоматики заболевания, она наверняка похожа на симптоматику обычного гриппа, обычного практически похожа. Единственное, что при других вирусах преимущественно заложенность носа, ринорея, значит, нос течет, как в народе говорят, боли в горле, то здесь вот боли в горле и ринорея не столь характерна. 80%
имеют повышение температуры, практически 70% сухой кашель, надсадный кашель, и большое количество людей испытывает разбитость. Кроме того, может быть и учащенный стул, и боли в мышцах, все то же самое, что при ОРВИ. То же самое. Другое дело, какие вы, если спросите, рекомендации для старшей возрастной группы? Старшая возрастная группа характеризуется повышенным давлением. То есть практически все болеют артериальной гипертензией. Особенность этого вируса, что он садится и связывается прежде всего с рецепторами ангиотензин, превращающего фермента второго типа. Всего 4 типов рецепторов. И вот у пожилых с гипертонией экспрессия этих рецепторов чрезвычайно выражена, их очень много, как одуванчики на поле. И вот вирус связывается и непосредственно начинает оказывать свое негативное действие. Обычно гипертоники используют разные средства для контроля давления, в том числе сортаны, которые взаимодействуют с рецепторами ангиотензин, превращающего фермента. Чаще всего золотым стандартом является вальсартан. Но вальсартан имеет сродство преимущества к первому типу в соотношении 18 тысяч к 1. И вот есть, слава богу, такой препарат, который реже используется, лазартан, лазообразное у него название, который связывается с рецепторами второго типа. Это недорогие препараты, и желательно гипертоникам получать именно лазартан. Тогда рецепторы будут связаны с молекулами лекарства, а не с вирусными частицами. То есть, проще говоря, высокая смертность среди старшего поколения именно из-за того, что многие из них гипертоники. Совершенно верно. Кроме того, мы знаем, в группу риска входят астматики, люди с избыточной массой тела. Почему? Потому что они, когда говорят, глотают воздух и дышат. Одышка у них, они глотают воздух не через нос, а через рот. И это тоже фактор риска. Также все лица, которые имеют иммунодефицит, иммунокомпрометированы. Это и ВИЧ-инфицированные больные, конечно, больные со злокачественными новообразованиями. Они все стоят вот в зоне риска. Пациенты погибают в основном не от самой коронавирусной инфекции, а от последствий. Какие последствия у инфекции? Ну вот вы правильно в разговоре сказали, наиболее частое последствие – это двусторонняя так называемая атипичная пневмония. Рентгенологически, а точнее на компьютерно-томографических снимках, мы видим затемнение по типу матовых стекол. И легкое по существу не дышит. Не сам вирус является, как правило, причиной вот этих пневмоний. Он патогенен, он агрессивен, он оказывает свое действие. Но, как правило, присоединяются дополнительные инфекции, бактериальные либо грибковые. Поэтому-то как раз и нужны антибиотики для того, чтобы успешно вылечить эту пневмонию. Антибиотики широкого спектра действия. Если антибиотики не справятся, то, конечно, возможно присоединиться еще печеночная, полиорганная недостаточность и разовьется сепсис. Сепсис – это заражение всего организма. Но я опять-таки повторюсь, если своевременно начать лечение, и притом достаточно интенсивное лечение, то вот это по существу должно стать единичными случаями. Вот об этом нужно всегда думать. Что еще происходит? Почему в Италии такая ситуация? Они не до последнего лежат, и потом уже госпитализируются в клинике. Там вопрос страховок, платно, не платно, объем оказания медпомощи и так далее. И люди традиционно привыкли все это на ногах переносить. Нет, если пожилой, старше даже 50 лет, все-таки желательно госпитализироваться. Уже в риске, уже в зоне риска? Да, уже в зоне риска. До 50 это казуистика, если что-то там происходит. Плохое или негативное со здоровьем и жизнью. Что касается лабораторных находок, то одна из особенностей этого вируса, что при виремии, возникновении заболевания, в крови периферической снижается количество лейкоцитов, лимфоцитов, за счет лимфоцитов.
Поэтому это и обуславливает возникновение, развитие оппортунистических всевозможных инфекций. Тогда уже необходимо проводить терапию антибиотиками. Мгм. Ну, давайте тогда перейдем уже к лечению. Чем лечиться? Противовирусные, антибиотики. Вы знаете, лечение у большей части населения практически должно заключаться в назначении жаропонижающих средств. Большей части, подавляющее большинство. И буквально 15% больных требуют назначения дополнительной терапии. Это противовирусных средств, таких как рибавирин, альфа-интерферон, либо препараты, направленные против малярии, это плаквенил, делагил. И у тех, у кого присоединяются, конечно, уже бактерии, активизируются, это часто всегда после вирусов бактерии идут, тем необходимо проводить антибиотикотерапию, также следить за состоянием свертывающей системы крови. То есть это обычные мероприятия в блоке интенсивной терапии. Вот только те пациенты, которые будут в этом нуждаться. Такой вопрос. Человек заболел, человек переболел, выздоровел. У него появляется иммунитет к этому заболеванию, или он может повторно заболеть? По идее, большая часть населения должна после перенесенной вот этой коронавирусной инфекции сформировать стойкий пожизненный иммунитет. Но это не у всех будет. То есть будет определенный процент населения, которые будут выделять, будут не только носителями этих вирусов, но и более того, даже выделять в окружающую среду вирусы. Медики будут с помощью тест-систем отслеживать и таких изолировать и назначать им терапию для того, чтобы полностью добиться элиминации вируса из организма человека. В интернете сейчас ходит информация о том, что дома можно спокойно лечиться домашними средствами. Это и чай с малиной, и чеснок. Насколько это правда? Вы знаете, сейчас широко обсуждается и буквально пропагандируется домашнее лечение таких пациентов. И это в какой-то степени оправдано. Конечно же, все народные средства только в помощь идут. Безусловно, хорошо бы отслеживать температуру, чтобы она не была высокой, помогать организму. Некоторые рекомендуют не использовать жаропонижающие средства. Но это, конечно, неверно. Надо облегчить свое состояние и самочувствие, чтобы организм боролся. Антипиретик ни в коем случае не меняет вектор формирования стойкого иммунитета. Это об этом тоже нужно понимать. Желательно использовать противовирусные средства на основе интерферонов, на основе рибавирина, великолепный препарат, и заодно использовать в качестве антипиретиков препараты на основе ацетилсалициловой кислоты, потому что она не просто антипиретик, противовоспалительное средство, но оно еще и способствует нормализации свертывающей системы нашей крови. Ну, еще один миф или не миф – маски. Да, у нас дефицит масок не только в республике, в России. Насколько они эффективны? Но их эффективность очень умеренная. Почему? Потому что остается конъюнктива, остается период, когда вы кушаете и снимаете эту маску, когда в других находитесь в общественных местах и так далее. Поэтому, конечно же, вот это некий такой миф, что маска на 100% должна нас сохранить от заражения. Больше маска – это если мы больны, чтобы со своим кашлевым толчком, чиханием, дыханием, в процессе разговора не создавать это аэрозольное облако, которое содержит вирусы. Вот эта задача получше. А так полностью изолироваться от окружающего мира невозможно. Но сейчас у школ такая паника поднялась из-за коронавируса. Любой чих, любой кашель, да, в общественном месте уже вызывает панику у населения. Как человеку самому провериться на коронавирусную инфекцию, на наличие коронавирусной инфекции?
Но вы знаете, что система тестирования, она отставала от самой проблемы этой. Но сейчас в Республике Северная Осетия и Алания есть такой частный центр семейной медицины. И насколько верна информация, они имеют возможность проводить вот это тестирование. Вот. И тут же выдавать результат о наличии или отсутствии коронавирусной инфекции. Также система Роспотребнадзора имеет тоже определенное количество и определенные возможности проводить. Со временем такие киты будут доступны в аптечной сети и будут занимать 10-15 минут для тестирования. Но это пройдет, конечно, длительное время. И лучше, конечно же, если у вас сомнения в плане коронавирусной инфекции, не бегать по ЛПУ, по поликлиникам, не ставить под угрозу здоровье людей, которые пришли туда со своими другими болячками. Вы должны позвонить по скорой помощи, разъяснить ситуацию, и оператор скорой помощи даст вам рекомендации, как себя вести и куда лучше обращаться. А просто так бегать не стоит. Давайте подведем итог. Коронавируса бояться не надо. Панику разводить не надо. 100% паниковать не стоит. Нужно спокойно к этому отнестись, как к должному. Человечество всегда сталкивалось и будет сталкиваться с такими ситуациями. И нужно, в общем-то, нам всем это пережить. И поберечь своих старших. Это особая сфера нашего беспокойства и заботы. Все внимание должно быть сконцентрировано только на наших старших. Наш следующий сюжет посвящен витамину С. Вы знали, что в клубнике витамина С намного больше, чем в лимоне? Чем же так полезен этот витамин и где еще он содержится, в материале нашего корреспондента? Витамин С или аскорбиновая кислота – это основной водорастворимый витамин. Это сильный антиоксидант, он защищает клетки от окисления, препятствует возникновению опасных для организма цепных реакций. Они чаще протекают в клетках, и именно витамин С нейтрализует данный процесс. Образуется большое количество свободных радикалов, которые вредоносно влияют на клетку. То есть они нестабильны и они повреждают нашу клеточную мембрану. Витамин С является мощным фактором, восстанавливающим эти свободные радикалы. Витамин С помогает усваивать ряд микроэлементов, например, железо, способствует быстрому заживлению ран. Дело в том, что аскорбиновая кислота участвует в синтезе специальных белков соединительной ткани, коллагена и эластина. Они нужны для формирования и укрепления хрящевых тканей, костей и стенок сосудов. При длительном употреблении аскорбиновой кислоты уровень коллагена и эластина повышается в 8 раз. Коллаген в нашем организме находится в нескольких типах. Самых важных, таких основных, это 5. В их числе как коллаген молодого типа, который встречается у лиц молодого возраста, так и коллаген, который встречается у более старших возрастных групп. Вот как раз-таки витамин С, он участвует в синтезе молодого нового коллагена. Витамин С в чистом виде был выделен в 1928 году химиком Альбертом Сен-Дьорди, а спустя 4 года биохимик Чарльз Глен Кинг впервые получил аскорбиновую кислоту из лимонного сока и доказал, что ее нехватка в организме вызывает цингу. При этом заболевания десна набухают и начинают кровоточить. В основном от цинги страдали моряки. Во время плавания они ели мало фруктов и овощей, поэтому и возникал дефицит витамина С. Нередко цинга приводила к смерти. Снижение витамина С приводит к тому, что десна становится рыхлая, отечная. Это может привести к развитию воспалительных процессов, также к подвижности, расшатыванию зубов. Могут появляться множественные язвенно-некротические высыпания. Поэтому восполнять его, конечно же, необходимо вовремя. Особую популярность витамин С получил в середине 70-х годов прошлого века. Тогда известный химик Лайнус Полинг доказал, что аскорбинка сохраняет здоровье и продлевает жизнь. Сам он принимал 18 граммов витамина в сутки. Правда, такая дозировка негативно сказывалась на работе организма. Как говорил Гиппократ, все хорошо, что в меру. Он их мобилизирует, активирует защитные клетки иммунной системы, такие как макрофаги, фагоциты,
и лимфоциты, удлиняет жизнь этих клеток и усиливает их противозащитные свойства. При гриппе или ОРВИ врачи часто советуют пить витамин С, есть цитрусовые и пить чай с лимоном. Дело в том, что аскорбиновая кислота влияет на иммунитет. Сейчас больше всего людей живет в развитых городах, странах и очень много потребляют овощей и фруктов. И вот именно суточная доза, которую они потребляют в течение дня, она покрывает ту потребность. То есть сейчас не стоит принимать такие большие дозы витамина С. Витамин С губителен для микробов. По словам специалистов, он даже защищает поверхность фруктов и овощей от образования плесени, поэтому его используют в качестве консерванта при хранении пищевых продуктов. В организме человека аскорбиновая кислота не синтезируется. Для ее восполнения желательно включать в рацион цитрусовые, киви, зелень, шпинат, томаты, зеленый лук и красный перец. Нужно помнить, что при термической обработке витамин С разрушается, поэтому эти продукты желательно употреблять сырыми. Если же уровень витамина С критически низкий, то врачи назначают препараты. Дозировка аскорбиновой кислоты зависит от возраста пациента. Детям чаще назначают от 35 до 50 мг, а взрослым от 50 до 100 мг. Желательно принимать аскорбиновую кислоту в монопрепаратах, так она быстрее и лучше усваивается, а значит и эффект не заставит себя долго ждать. Одно из самых частых заболеваний, которые приводят людей на прием к травматологу-ортопеду – остеохондроз, или как его еще называют – артроз. Артроз – заболевание, при котором истончаются хрящи волокна связок, а если говорить о коленных суставах, еще и мениски. Этот недуг нельзя назвать болезнью стариков. Признаки артроза выявляются даже у подростков. Об артрозе мы поговорим с врачом-ревматологом Давидом Владимировичем Бестаевым. Здравствуйте, Давид Владимирович. Ну, давайте поговорим вообще, что такое артроз. Объясним телезрителям нашим. Ну, в первую очередь, говоря об артрозе, надо обсудить вопрос терминологии. На сегодняшний день и среди медицинских работников, и среди пациентов мы можем услышать великое множество определений этой болезни. Это и артроз, это и остеоартроз, это и деформирующий артроз. Ну и более новая терминология – это остеоартрит. Остеоартрит, который последние десятилетия активно внедряется и обозначает именно воспалительную суть остеоартроза. Еще недавно, когда пациенты нас спрашивали о причинах возникновения остеоартроза, мы всегда объясняли: да, вот вы много лет физически работали, были большие нагрузки на опорно-двигательный аппарат, или если пациент спортсмен, мы всегда объясняли, вот физические нагрузки, которые выпали на ваши суставы, привели к тому, что произошла деструкция, изношенность вот этой хрящевой ткани. Однако последние исследования показали, что изначально в развитии вот структурных изменений хрящевой ткани лежит воспаление. И в связи с этим было решено среди ревматологического сообщества принять такую терминологию, как остеоартрит. Ну, говоря о причинах возникновения остеоартроза, необходимо назвать факторы риска развития остеоартроза. Их условно делят на внутренние или эндогенные и внешние экзогенные. Факторы риска развития эндогенные – это генетическая предрасположенность, особенно это касается полиостеоартроза, множественного поражения различных групп суставов. Это генетический дефект развития, так называемые дисплазии, которые поздно диагностируются в детском возрасте, а это все выливается в дальнейшем уже после 18 лет, в более взрослом возрасте, более тяжелое течение остеоартроза. Ну и к внутренним факторам, конечно, относится также это пол и возраст пациента. Говоря о гендерном различии, необходимо отметить, что если при поражении тазобедренных суставов, который мы обозначаем как коксартроз, различий между мужчинами и женщинами не существует, то уже при гонартрозе, это поражение коленных суставов, определяется преимущественно женский пол, да, это где-то соотношение 2 к 1. Почему это происходит? Ну, один из факторов – это пред- и постменопаузальные изменения, которые происходят в организме.
это гормональная перестройка, которая может привести в том числе и к повышению веса у женщин. И все это выливается, конечно, в более тяжелое, опять-таки, течение остеоартроза. Но вы сделали акцент, что не нужно обращать внимание на возраст. То есть остеоартроз может возникнуть не только у пожилых людей. Вы совершенно правы. Еще раз хочу сказать, что совсем недавно мы считали это возрастным заболеванием, да? То есть с возрастом происходит изнашивание хрящевой ткани, и, соответственно, это была болезнь пожилых. Однако к нам приходят пациенты 18 лет, 20, 25, у которых наблюдаем клинические и инструментальные признаки, определяем эти признаки, и, соответственно, они подходят под критерии остеоартроза. И можем сказать, что эта болезнь омолодилась на сегодняшний день. Ну, почему это происходит? Опять-таки можно вернуться к вопросу о воспалительном процессе, который изначально предшествует вот таким изменениям в хрящевой ткани. Давайте перейдем к симптоматике заболевания. Как пациент может понять о том, что у него началось воспаление? Ну, существуют действительно определенные симптомы, которые указывают на эту болезнь. Ну, в первую очередь, это болевой синдром, это боли в суставах. Боли носят определенный характер, как мы называем их, боли механического характера или так называемые стартовые боли. Еще недавно, обсуждая ревматоидный артрит, мы с вами говорили о том, что существует так называемая воспалительная боль, которая в покое усиливается, а механические стартовые боли, которые характерны для остеоартроза, наоборот, они в покое не беспокоят пациентов, а только в начальном периоде физических своих нагрузок, да, так называемые стартовые боли. Есть другие симптомы, которые нам помогают установить диагноз. Один из следующих симптомов – это боль, которая усиливается при спуске с лестницы. Да? Как бы нелогично, вниз спускаться должно быть легче по лестнице. Однако пациенты четко определяют, что им труднее по лестнице вниз идти, чем подниматься по лестнице. Это все характерные для остеоартроза симптомы. И плюс к ним лабораторные исследования, которые мы проводим, инструментальные, в первую очередь на сегодняшний день, это рентгенологическое исследование. Рентгенологическое исследование, которое подтвердит нам диагноз остеоартроза, мы можем определить стадию заболевания. На сегодняшний день существует 4 стадии остеоартроза. Это очень важно для дальнейшей тактики лечения, потому что у нас определенное разделение между ревматологами и травматологами существует по лечению пациентов. Первые 2 стадии – это медикаментозная терапия, это использование современных методов медикаментозного лечения, тогда как более поздние стадии – это 3-я, 4-я стадия остеоартроза, мы уже вынуждены обратиться к травматологам для дальнейшего уже хирургического лечения. То есть это эндопротезирование суставов, которое на сегодняшний день успешно проводится и имеет большую эффективность для улучшения качества пациентов. Какие последствия есть у заболевания? То есть если мы вовремя не начали лечение, что грозит? Ну, основное последствие прогноза этих пациентов – это инвалидизация. На сегодняшний день, имея те инструменты, которые у нас есть, я имею в виду и диагностику, да, это рентген-диагностика, это МРТ-диагностика, которая позволит нам на ранних стадиях определить это заболевание и использовать имеющиеся методы лечения на сегодняшний день, не должны приводить вот к тем последствиям, которые мы обсуждаем, то есть это инвалидизация. Но в то же время много зависит и от пациентов, да, потому что если появились такие симптомы, как в первую очередь болевой синдром в суставах, необходимо обратиться к ревматологу для уточнения характера этих болей, и чтобы в дальнейшем вопрос не вставал о инвалидности. Конечно, это
своевременное назначение современной терапии, патогенетической так называемой, которая имеет неплохую эффективность и на сегодняшний день приводит к большим результатам положительным. Ну, какое чаще всего лечение назначается лечащим врачом пациенту? Ну, основные группы препаратов, которые используем, это в первую очередь мы должны уменьшить болевой синдром. Это то, что в первую очередь мешает пациенту, из-за чего к нам приходит. Это большая группа препаратов, так называемых нестероидных противовоспалительных препаратов. Говоря о этих препаратах, нельзя сказать о преимуществе какого-то из них. Я не называю их сейчас, потому что это широкий спектр медикаментов, и происходит индивидуальный подход этих препаратов. Каждое лекарственное средство в той или иной степени имеет, конечно, преимущество. Это первый ряд препаратов. Второй ряд препаратов – это болезнь-модифицирующие препараты, или как на сегодняшний день мы их обозначаем, это симптоматическая терапия замедленного действия. Почему они обозначены так? Потому что именно где-то в течение месяца, полтора месяца они только проявляют свой терапевтический эффект, поэтому они обозначены официально так замедленного действия. Давайте перейдем к профилактике, да? Как людям предупредить у себя артроз, как не допустить заболевания этого? Ну, фактором риска, чтобы говорить о профилактике, надо еще раз, наверное, вернуться к факторам риска и обсудить, что есть такие факторы риска, как спортивная деятельность, которая сопровождается большими физическими нагрузками. Это производство, которое опять-таки сопровождается, большая физическая нагрузка выпадает на опорно-двигательный аппарат. И это приводит, конечно, к ранним повреждениям связочного аппарата, это хрящевая ткань. Ведь остеоартроз – это не только поражение хрящевой ткани, это на первом месте. Однако со временем вовлекаются и окружающие структуры. Это и связочный аппарат, это и мышцы, происходит гипотрофия мышц. И, конечно, говоря о профилактике, мы должны объяснить пациенту, что да, надо снизить эти нагрузки, надо поменять место работы. Изменить свой образ жизни. Обязательно. Это уже другой фактор риска. Это высокий индекс массы тела, это большой вес пациентов, который приводит, опять-таки, к повышенному повреждению суставного компонента. И в первую очередь тогда мы рекомендуем это уменьшить гиподинамию, борьба с гиподинамией, это физические нагрузки определенные. И в первую очередь, конечно, это ходьба. Не надо искать каких-то специальных упражнений или фитнес-нагрузок, а обычная ходьба рекомендуется для того, чтобы решить вопросы гиподинамии на сегодняшний день. Ну и касательно профилактики, это все-таки ранняя диагностика дисплазии или дефектов развития в детском возрасте. И, конечно, необходимо это опять-таки уделить внимание подрастающему поколению. Ну, тут большая ответственность ложится на родителей, которые по возможности при первых же каких-то признаках неправильного развития обратиться к травматологам детским, ортопедам, ну и к ревматологам в том числе, для того, чтобы можно было выпрямить, исправить ситуацию именно в детском возрасте, чтобы в последующем у нас не было тяжелых проявлений остеоартроза. А нужно ли обратить внимание на свое питание? Специальных рекомендаций по питанию при остеоартрозе не существует. Ну, если мы говорим о большом индексе массы тела, конечно, это общие такие ограничения, это мучное, это жирная пища, которая, в общем-то, приведет к снижению веса, вероятно, а при остеоартрозе специального питания не рекомендуется, нет таких данных, что питание как-то влияет на именно течение заболевания. Дети-смайлики. Так называют маленьких пациентов с диагнозом спинальная мышечная атрофия. Несколько месяцев назад общественность взбудоражила новость о маленькой Арнелии Персаевой, полуторагодовалой девочке с астма второго типа. На самом деле существует 4 типа спинальной мышечной атрофии. Каждый тип имеет свои особенности. Подробнее о заболевании в материале Эллы Бибиловой.
Спинальная мышечная атрофия или СМА – генетическое нервно-мышечное заболевание. Оно передается по наследству. При данной патологии нарушается работа двигательных нейронов спинного мозга. Это приводит к ослаблению мышц, а затем к их атрофии. В результате пациент перестает двигаться. По словам ученых, заболевание появляется при поломке определенного участка гена SMN1. Он отвечает за выживаемость нервных клеток. Без этого не выделяется SMN-белок, который в свою очередь помогает передавать электрические импульсы от мозга к мышцам. Спинальная амиотрофия относится к орфанным заболеваниям. Но, несмотря на это определение, редкие заболевания, они стоят на одном из первых мест по младенческой смертности и занимают примерно второе место по распространенности среди наследственных заболеваний у детей раннего возраста. В России ежегодно рождается около 200 детей со спинальной мышечной атрофией. В мире подобный диагноз ставят одному младенцу из 6-10 тысяч. Каждый 35-й житель страны – бессимптомный носитель гена, который вызывает это заболевание. Если он встречается у обоих родителей, то ребенок может родиться с патологиями. При встрече двух носителей этого гена они имеют вероятность в 25% случаев рождения больного ребенка при каждой беременности. 25% есть вероятность рождения здорового ребенка, и около 50% рождаются дети, которые являются клинически здоровыми, но являются носителями этого патогенного гена. Выделяют 5 типов заболеваний. Нулевой тип проявляется внутриутробно. У плода наблюдается низкая двигательная активность. Такие дети рождаются с тяжелыми нарушениями, дыхательной недостаточностью и погибают в первой неделе жизни. Самым распространенным подтипом является спинальная амиотрофия первого типа или младенческая форма болезни Кугельберга-Виландер. Манифестация заболевания начинается в возрасте 4-5 месяцев до 6 месяцев и проявляется она симптомами так называемого вялого ребенка. Характерно выраженная мышечная гипотония, то есть низкий мышечный тонус. Дети не удерживают голову, они не могут сидеть. Возможно только минимальные движения в виде поворотов головы и отдельные движения кистями. Почти все дети с первым типом атрофии умирают до года. В основном у них поражена мускулатура грудной клетки и диафрагмы. Также нарушается дыхание и отхождение мокроты. Развивается аспирационная и застойная пневмония. В некоторых случаях нарушается работа мышц глотки, поэтому детям бывает сложно есть. Второй тип получил название болезнь Дубовица. Она развивается в период от 6 до 18 месяцев. Такие дети могут держать голову, сидеть и частично стоять, но они не способны полноценно ходить. У них появляются тяжелые костные деформации в виде кифосколиозов и вывихов тазобедренных суставов. Они могут прожить около 30 лет. Третий тип атрофии проявляется в более поздние сроки, от 2 до 7 лет. Дети с таким диагнозом развиваются своевременно, но им не так легко ходить или бегать. Кроме этого, наблюдается боль в мышцах. И примерно в подростковом возрасте они не имеют возможности передвигаться самостоятельно. У таких детей, у детей этой группы редко развиваются дыхательные и глотательные нарушения, и продолжительность жизни в этой группе соответствует общей, как таковой в общей популяции. То есть они живут очень долго. Последняя форма встречается у взрослых и развивается более 20-30 лет. Симптомы аналогичные – слабость мышц и атрофия конечностей. По словам специалистов, это самая легкая форма. Больные с таким диагнозом живут очень долго. Выявить носителя гена SMN1 можно только с помощью генетического анализа. Правда, он стоит дорого и мало кто его делает. Чаще родители узнают о том, что являются носителями только после рождения ребенка. Сейчас широко используется пренатальная диагностика. С помощью специального аппарата прокалывается плодный пузырь и забирается нужный материал. При наличии у плода мутации перед родителями встает очень трудный выбор – прерывание беременности или ее продолжение. Этически это очень сложно. Поэтому существует для семей, у которых по этическим соображениям не может пойти на аборт или по религиозным соображениям, у них есть второй выход – это ЭКО плюс ПГД. В прошлом году в России зарегистрировали препарат Спинраза. Стоимость одной инъекции – 48 миллионов рублей. Таких уколов нужно сделать около 6. Затем каждый год не менее 3 инъекций, которые стоят около 24 миллионов рублей. Эта терапия проводится пожизненно. В настоящее время появились лекарственные препараты, которые пусть не излечивают, но радикально меняют течение этого заболевания. Они могут приостановить или хотя бы замедлить прогрессию симптомов, а это значит подарить месяцы и годы жизни этому больному. Препараты эти очень дорогостоящие. Дороже этих препаратов на данный момент в мире нет других лекарственных средств.
Курс лечения зависит от типа болезни. Правда, избавиться от недуга невозможно. Возможно лишь улучшить качество жизни, объясняют врачи. Второй препарат – Золгенсма. Препарат очень дорогостоящий, $2,4 миллиона. Но этот препарат относится к генной инженерии, и он эффективен у детей до 2 лет жизни. Так как ученые не разработали препарат, который может полностью излечить болезнь, то врачи советуют в период планирования ребенка провести генетическое обследование. В таком случае можно сократить вероятность патологии у ребенка. Элла Бибилова, Олег Рамонов, Юлиан Каталонский для программы «Медикум». Наше эфирное время подошло к концу. Благодарим вас за внимание и желаем крепкого здоровья. С вами была я, Валерия Левченко. До новых встреч!